Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Не бүгін ақпан 10-ы. Жоқларға бара жатырмыз. Ауа райы бычыт болып, кеше алды күні 2 күн еріп, қарын бәрі еріп кетті. Енді кішкене қиын болады шығар. Неге қиын дейсіз бе? Ертең бәрі қатады. Бүгін жылы 4 градус жылы, әлі қатпаған қатты су. Енді қар еріп кетсе, су іше алмайды ғой жылқылар. Сол бүгін не істейтінін білмей тұрмын. Мынандай жермен үйге айдап келе алмайсың. Асты бәрі тайғанақ. Ертең 14 градус дейді. Бәрі қатады қойма. Кәдімгідей жұт болып жатыр ғой. Енді аманың сен бір ай ғой, енді бір айдан кішкене жылынады. Бірақ жылқылар алысқа кетпейді енді. Кішкене шөп шықты ғой енді қардың астынан. Бірақ сумен проблема болады шығар, жесткий. Су тасимыз ба, білмеймін. Қазір жылқыларды айдауға да опасно, құлап қалса бұл жерде. Күнде қарау керек. Жылқылар алыстан көріп тұрып жүрмейді. Уважаемые подписчики, сегодня у нас 10 февраля, выехал за лошадьми. Погода не ахти, как говорится, растаяло все к чертям, что нежелательно было это в феврале месяце. На днях обещают заморозки. Заморозки, говорю, морозы даже, не то что заморозки. 14 градусов, потом 30 градусов. Это все застынет. Даже не знаю, что будет. Даже представления не имею. Как лошадей поить, снега нет. Одни проблемы. В этом году год какой-то тяжелый еще. А так лошади домой идут, направление домой. Надо будет посчитать их. Так, трава все, конечно, вышла, но это не к хорошему, потому что завтра морозы, минус 35, и снега нет, и будут такие холодные прям ветра, потому что когда снега нет, у нас вообще ужасно. Даже для лошадей тяжело. Тем более у них такие дни сейчас уже. Все равно уже подготавливается к выжребке. Март месяц. Июль уже начинается полная выжребка у нас. Гнать бесполезно, потому что где-то по-любому могут упасть. И нежелательно гонять их. Слабых неделю назад, может, больше отбил. Поставил дома, ну такие второзимники, таюшки, полторашки. Оставил некоторых, которые послабже были, которые более-менее ушли в степь. Даже не знаю, как завтра будем, потому что смотрю, снега вообще нет, нигде, даже. Что не пень вон. Это в хорошем случае, если Бог смилится и снег пойдет. Хоть чтоб что-то было для скота, для лошадей. Но возить воду, я думаю, не рентабельно сюда. Тут целый водовоз, наверное, нужен.
чтобы возить, поить их. Как минимум хотя бы с полтонны воды сюда надо. Лошади вроде все. Вот такой вид у нас на февраль месяц, как говорится. Печальный. Смотрю, вон еще кормят лошади. Первородки это. В прошлом году в первый раз рожали. Жеребились. Поздние. В этом году все равно еще докармливают. Хотя в лучшем случае, конечно, отбить их. Оставить дома. Ну, на то лошади наши и приучены к такой погоде, к такой зимовке. Кто бы ни говорил, что... Ну, у нас такие лошади, которые круглый год ходят на улице. Мы их не загоняем. Да, бывают вот такие моменты, когда воды нету. Накладно пригоняем, поем. Ну, все же они ходят на улице, пасутся. Как-то так, друзья. Ну, здесь же ребята более-менее еще, потому что они поздние. Подкормка молоком у них идет. Из-за этого у них и состояние нормальное, более-менее. Есть февральские же ребята. Они немного слабоватенькие. Ну, я думаю, дотерпят, здесь осталось дней 20, максимум 30. И уже все равно потепление пойдет, как говорится. Чуть-чуть трава позеленеет, все, уже они начнут быстро массу набирать. Буквально за месяц на глазах поднимаются. Состояние свое приводят. Как-то так. Вот такая красота на сегодня. Без снега, как говорится. Ладно, трогать не буду. Направление у них домой. Наверное, воду ищут. Ну, пока вода не застыла, сегодня еще попьют, я вижу. Там луж хватает. Сегодня ночью будут заморозки. Морозы уже. Минус 14. Вода подмерзнет. Завтра уже будем думать, как их поить. Видео не получается снимать, работы много зимой. Так что не теряйте. Пишите. Буду рад ответить. Все, всем удачи, всем пока.